Мои дорогие, добрый вечер уже. Светик Хелшин. С вами снова Лейла. Это тот же день, но ролик уже будет другой. Тот я даже еще не смонтировала, но решила все-таки поснимать, как я собираю фасоль спаржевую. Видите, она такая, некоторая желтый сорт, а некоторая вот такая вот белый сорт. Ну, не белый, а зеленый. Вот такая, видите. Вот сейчас соберу, потому что она день-два и перезреет, уже будет невкусная. Уже потом надо будет ее ждать, пока она будет сухой, как фасоль просто. А это я хочу добавлять, заморозить и добавлять в овощные блюда. Вот. Сейчас нарву, потом покажу вам. Смотрите, как обсыпана эта фасоль. Сейчас, видите, не фокусируется. Вон сколько фасоли на одной этой веточке, как бы, ну, на одном кустике. Вот. Также и это. Ой, мамочки. Вот видите. Это желтая фасоль. А это уже здесь зеленая. Видите, вот такая вот она уже зеленая. Тоже обсыпана полностью фасолью. Сейчас нарву. Ну вот, друзья, целое ведро фасоли, видите? Ой, нарвала и горох, поела себе горох. Я большой любитель гороха. Сегодня посадила, между прочим, немножко еще гороха свежего будет. И, наверное, у меня есть еще один пакетик фасоли. Посажу еще фасоль. Фасоль тоже очень полезна, друзья. Так что вот так вот. Конечно, если бы все здесь в огороде делать вовремя, сажать, кто бы что бы ни говорил, но свое это все равно подспорье. Во-первых, без всякой химии. Во-вторых, в любое время зашел, сорвал, нарвал. Свежие огурчики должны быть скоро. Так, видела я тут огурчики уже. Вот видите, побольше где-то есть. Так что, может быть, будет урожай в этом году. Мои дорогие, доброе утро из Дикселса. С вами снова Лейла. И вы на канале Как Кота Лейла. Не включала камеру. Встала утром, бегом. Вчера ничего не делала. Ну, на сегодня я имею в виду. А как вы знаете, мальчика мне надо отправлять на работу. И я давай-ка быстрее. Я, правда, с вечера поставила фарш размораживать для себя. Знала, что мне надо готовить. Я думаю, сейчас быстро поставлю котлеты, сделаю. И про себя думаю, интересно, с чем бы мне сделать? Может сделать просто, ну, картошку пюре разогревать им на работе сложно, по-любому. Думаю, ну, про себя проматываю, так, сделаю, отварю, думаю, рожки там какие-нибудь, макарошки. Подливу вместе подмешаю и скажу, чтобы они все это согрели вместе с котлеткой. А потом думаю, нет, давай-ка сделаю картофельную подливу, ну, как курицы к мясу мы делаем. Обычно туда я очень люблю макать картофельную подливу, котлеты. Поставила варить картошку, начала жарить котлеты. У меня еще тесто было в холодильнике, но мое кефирное тесто. Думаю, сейчас буду пышки делать, отправлю их на работу. А когда уже половина котлет пожарила, не стала ставить камеру, думаю, быстрее, чтобы они успели, потому что уже без 27. Они бывают недовольны, когда я опаздываю с завтраком. А потом думаю, что-то никто не встает, что-то никто не выходит, что это такое? Оказывается, я совсем забыла, сегодня же пятница. И мои мальчики сегодня отдыхают. Представляете? Вот что значит все вместе, все крутится и не пойми, что в голове. Так что вот так вот, друзья, немножко включила, потом думаю, ну, половина котлет я уже пожарила, думаю, ну, может быть, в обед пожарю, а потом думаю, чего я буду мучиться, еще раз ставить сковороду. А сейчас поставила. В обед котлеты греть не надо, подливу подогрею. И у меня готовый обед, практически утро у меня свободно. Могу бежать в огород по-быстренькому. Так что, друзья, вот как-то так у меня сегодня, видите. И одна меня просила, чтобы показать, как делаю котлеты, но, к сожалению, я еще думаю, утром котлеты готовлю быстренько. Думаю, ну, можно было бы показать. Одна просила,
что у нее постоянно разваливается. Может, просто покажу. Ну, не хочу научить, но хочу как просто показать, как я их делаю. Очень редко у меня разваливаются котлеты, конечно. Но из-за того, что я думала, что сегодня другой день, что мне нужно быстрее закончить, чтобы они уехали, не могу смотреть, когда сын начинает психовать, что вот что-то не готово, а ему надо ехать на работу, хоть куда-то. Вот. Мне-то он никогда в жизни ничего не скажет, но по виду его видно бывает, что он нервничает. Так что, молодые девочки, делайте так, чтобы ваши мужья не нервничали. Старайтесь делать вовремя все, что нужно делать. Конечно, это не всегда получается. Вот так вот, друзья. И, мои дорогие, у меня новые подписчики появляются. Большое вам спасибо. И очень многие новые пишут комментарии хорошие тоже. Огромное вам спасибо. Все. А то обычно я начинаю благодарить в конце ролика, и не всегда же конец ролика смотрят. Всем большое вам спасибо. Всем счастья, всем мира и добра. Я вас очень всех люблю. Надеюсь, все у всех хорошо. Спасибо вам за то, что вы советовали насчет коровы, насчет как мастит лечить. Действительно, я вспомнила, что в прошлом году у нас в селе 2 ветврача. Не хочу обидеть второго, но практически он ничего не знает. В прошлом году, когда у меня корова тоже заболела, и маститом, и еще у нее было, ну, от клеща она заболела, от укуса клеща, мы вызывали, у нас, короче, этот один ветврач работает в нашем селе, вот как ему полагается, это его работа. Его привели, я чуть не потеряла корову, потому что он мне и укола не сделал, сказал, что там ничего такого. Но уже когда корова начинала почти, я не знаю, доходила до того, что мы могли ее потерять, все-таки мы уговорили, позвали другого ветврача. Просто он проживает в нашем селе, а работает в другом селе, поэтому он не всегда соглашается приходить на вызовы, как бы. В прошлом году вот он, действительно, тогда у него тоже был и мастит, и вот от клеща, все вместе. Чуть не погибла моя корова. Вот теперь я вспомнила, когда мне кто-то написал, что ему все-таки корове мы делали антибиотики. И мне, извините, я просто не запоминаю фамилии, имена, пока вот действительно после этой операции очень плохо что-то помню. То ли Маргарита имя какое-то было. Ну, простите, пожалуйста. Короче, написали мне, что нужно делать уколы человеческие антибиотики, чтобы прошел мастит. Я обязательно сегодня как раз мальчики дома. Они поедут в аптеку, куплю и буду их прокалывать. Вспомнила, что в прошлом году он колол антибиотиками. Ну, не он колол, он выписал, а кололи мы сами. На этот раз этот ветврач не согласился мне приехать. Уже 2-3 раза мы ездили, стояли возле двора, ждали его. Ну, он так тактично дал знать, что не хочет ехать, короче говоря, друзья. Вот такие вот дела у нас тоже бывает такое, что ну, не хочет человек. Это не его работа, не хочет человек ехать, делать нечего. Вот так вот. Так что большое вам спасибо за советы насчет коровы, насчет мази даже. Я попробую и мази, которые вы рекомендовали. Я мазала их теоловой мазью, но никакого просвета там нет. Но единственное, вчера она мне хотя бы немножечко дала выдоить себя. Правда, потом жена не стала стоять, стала опять лягаться. Но раз 10-15 я струю выбила. Ну, там не струя, а именно вот какое-то вот непонятное, такая, как бы сказать, желеобразное что-то выходит из нее. Вот так вот, друзья. Спасибо вам большое. Огромное вам спасибо. Я вам благодарна от души. А теперь дальше будем заниматься дальше. Практически сегодня обед у меня готов. Я такая счастливая и довольная, что так получилось, по идее. А то, когда они дома, у меня тоже много времени уходит. Все-таки хочется их дома и побаловать немножко в обед. Ну, может быть, что-нибудь сладкое надо будет все-таки сделать. У меня старший сын, большой сладкоежка, всегда просит меня сделать или сладкий рис, или халву нашу ингушскую. Так что посмотрим, что он сегодня у меня попросит. А раз, если они попросили, и я не сделала, я переживаю, хожу, как будто бы я что-то неправильно сделала. Любите своих друзей, своих родных, близких, своих детей, своих мужей и никогда не расставайтесь. И уважайте друг друга, это самое первое. Уважайте и не думайте, что все вечно. Все приходящее, все уходящее. Потом, чтобы не жалеть, любите друг друга. Всем благ вам. Ну, я не прощаюсь, я еще подключусь. Друзья, вчера
я нарвать нарвала, а заморозить не заморозила фасоль. И теперь мне ее надо, я ее помыла прежде, уже она у меня подсохла. Еще как только встала, сначала помыла ее. Ой, мамочки. И хочу теперь ее заморозить. Короче, семью я уже покормила. Мальчики с меня смеялись, что я торопилась приготовить завтрак и обед. Ну вот, как-то так. Все дела сделала. Как говорится, управилась. Или черзясь, короче говоря. И теперь займемся делами. Так, ножницы у меня для кухни, как вы знаете. Вот так вот обрежу вот эти хвостики сначала. И положу в кулечки, заморожу. Им даже лотки не нужно. А потом буду зимой добавлять в разные запеканки какие-нибудь, овощные блюда. Ой, мамочки, что это такое, простите. Вот так вот. Вот так вот буду резать. Вот. Они уже еще молодые. Если бы чуть-чуть бы я задержалась, то уже так бы они не были вкусными. И уже была бы, шкурка была бы жесткая. А так она мягкая. Видите, и режется легко. Вот так. И покупать не надо. Видите? Посадила там небольшой кусочек, а сколько фасоли выросло. Иной раз радуешься огороду, видишь что-то, потом огорчаешься. Все время так и бывает, друзья. Здесь не срезала. Так, хотела вам рассказать историю одну, но мне человек не отвечает. Этот человек меня просил рассказать об этом, но я по каким-то техническим, ну не техническим, скажу вам, по каким-то причинам не могла рассказать. Это не моя история. Но с утра я ей написала, но не отвечает. Вот. Точно не могу. Я обещала, конечно, это озвучить все, но опять повторюсь, по каким-то причинам я не делала этого. Сейчас я могу это сделать. Не могла я это сделать. Но вот вдруг она поменяла мнение, не хочет, чтобы это я озвучила. Так, ну ладно, не буду отнимать у нас столько времени. Вроде бы как-то и рассказывать нечего. То за таким делом обычно нужно что-то говорить. Так, друзья, ну вот, нарезала я, видите, перемешала зеленое и желтое. Получится красиво. Если какое-то блюдо добавлять, то, например, красная болгарка, желтая и зеленая фасоль. Все это сочетание будет красиво. В кулечки и на заморозку. Жалко, что нет у меня этих других кулечков, никак не выберусь. Купить их, все время говорю вам. Пока резала, чистила фасоль, смотрела свадьбу, ну, чужую свадьбу ингушскую. Немножко расстроилась, даже поплакала. Расстроила меня свадьба, вспомнила свою свадьбу. Как говорится, ничего. На нашей улице тоже будет праздник, как бы. Будем надеяться, что у нас тоже будет и свадьба, и хорошая невестка. И все у нас будет хорошо. Если даст Всевышний. Каспер. Касперовский. А мяса нету. Знаете, так высоко подпрыгивает. Злюка ты! Каспер. Так, теперь мне нужно после фасоли чистить. Как ее? Черешню. Правда, мне одна подписчица, ну, наша с Ингушетии звонила, говорит, что
купила бы у меня замороженную черешню. Но, к сожалению, на дереве не оказалось столько, сколько ей нужно. Он сорвал 1,5 ведра, но очень много порций. Я вот немножко начала перебирать. Но не будет для нее, надо ей позвонить и сказать. Она была готова купить и засушенную, и замороженную. И, друзья, я не знаю, я, правда, не лазила в интернет. Говорят, она говорит, что очень полезна черешня, у кого больные почки и у кого артрит, там, подагра, у кого вот больные ноги. В этом году я ее столько съела, ну и все мы домашние столько съели этой черешни, что, не знаю, подагра, наверное, если артрит, то далеко убегут от нас. Как в этом году я никогда в жизни черешни не ела так много. Так, ну все, друзья, дальше мне уже надо убираться в доме, стирать, стирки много, вся их нерабочая одежда грязная. И прибраться надо. Летом пыль бывает прямо, хоть каждый день вытираю, я ее не успеваю каждый день вытирать. Вот так вот, друзья. Теперь почищу черешню быстро и пойду убирать. Ой, друзья, жара, но я, как вы знаете, сидеть без работы и некогда, если бы даже и хотела. В жару нужно уже заниматься домашними как бы делами. Снова подключаюсь к вам. Ну, конечно, не такая уж прям генеральная уборка, но решила убраться. Окна мыть не буду, не люблю. Я уже говорила вам, что я не люблю мыть окна. Окна будут мыть мне дочери. Просто сейчас приберусь, на подоконнике протру, пыль везде вытру, помою полы, пропылесошу. Сейчас просто начала с этих ковриков, постирала их, повесила и думаю, давай-ка подключусь своим друзьям, расскажу сегодняшний мой день. Сейчас вынесу стирку, повешу, и все пойдет как всегда, друзья. Ну, друзья, уборка, стирка продолжается. Постирала пока темные вещи рабочие, ихние, свои платья повесила. Теперь у меня крутится у них... Нет, постель. Рубашки я уже постирала, нужно гладить. Как бы, ну, вот такой сегодня день у меня. Уборка, стирка. Помыла в 3 комнатах уже полы. Теперь в коридоре надо. Вот осталось у меня помыть в прихожке полы. Прочистить вон цветочки свои. Хочу листочки там почистить. Ковер я уже, ну, дорожку ковровую почистила, пока собрала. Здесь везде помыла полы. Вот нужно гладить. Это рубашки мальчиковые, там постельное белье, полотенчика. Это мамина одежда. Тоже постирала сейчас мамина постельное белье. И мальчиков постельное белье у меня крутится. Здесь просто нужно еще прибраться. Ну, как прибраться? Поставить стулья на место. Дегидратор у меня стоит здесь пока, потому что везде занято все. Уже 4-я партия сушится. Меня спрашивали, что вы будете из них делать. Зимой буду варить компотики. Добавлять туда другие. Ну, посмотрю, может быть, еще что-то потихонечку буду сушить. Конечно, очень медленно сушит. Он слабенький. Я еще раз скажу. Может быть, не понравится моим, как бы, кто мне его прислал, но слабоват. Наверное, тот, который помощнее, будет лучше. Но мне говорили, что вот с конвертером газ-плита. Я теперь пожалела, что не купила именно вот такую газ-плиту, потому что когда я ее покупала, она просто идет чуть-чуть дороже. Думаю, ну, в новую кухню куплю хорошую, дорогую. А надо было и туда купить. Ну, ладно, что есть, то есть. Так, ну вот, сейчас буду мыть полы там, в этой комнате. И все. Но уже гладить буду, наверное, чуть-чуть попозже. Сейчас 4 часа вечера. Ну, наверное, когда уже будет темно, потому что в огороде надо кое-что поделать. Сегодня немножко тоже позволила себе отдохнуть, как бы немножечко, не так уж много чего и делала, друзья. Так что я уже потихонечку и отдыхаю. Обязательно мне нужно пересадить этот цветок. Видите, у него горшок уже маленький совсем. Надо пересадить. Горшок у меня, по-моему, есть даже купленный. Да и земля у меня есть и купленная.
Короче, наверное, может быть, завтра я буду делать, пересажу его. Жалко, конечно, очень. Но из-за того, что вот, видимо, этому цветку все-таки хорошо, ну не то, что видимо, а я читала, что ему не нужен большой такой сильный горшок, но вот для него уже нужно менять горшок. И я бы хотела такую красивую подставку для него купить, вот прямо, чтобы там в угол поставить. Ну, как получится. Вот так вот, друзья, протекает мой сегодняшний день. Тихонечко, спокойненько. Не стала я сегодня делать им ни халву, ни рис. Настроение было не то, как бы. Вот так вот. Окна не стала мыть, подоконники почистила. Везде окна, конечно, грязные. Не люблю, друзья, мыть окна. Девочки помоют, скоро приедут. Наверное, числа 5 должны приехать. Тут у меня тоже ничего нет. Собрала тоже паласы. Просто комната стоит так. Потому что пачкаются, очень пачкаются летом ковры, не хочу их пачкать. Тем более там белые ковры. Ну вот, друзья, моя небольшая уборочка сегодня закончилась. Теперь пойду в огород. Немножко мне нужно огурчики на шпалеру направить. Правда, 2 ряда у меня пока не получается. Надо купить колышки, не хватило мне колышек. И этот шпагат еще надо покупать. Ну, пойду немножко часок поработаю. Много поработать тоже не буду. Что-то уже надо и на ужин готовить. Просто, наверное, огурчики направлю на шпалеру. Полоть не буду. Там уже и полоть пора, но не буду. Сегодня решила так. Легкий день как бы себе сделать. Вот, друзья, направила я свои огурчики. Как видите, некоторые все равно упали у меня. Вот. 4 ряда. Поработала. Я их, как солнце прямо в глаза направляла. Вот так вот. Этот ряд я еще вчера направила. Он уже успел зацепиться. Видите, усиками. Один ряд я вчера успела направить. И вот он цепится вот так вот усиками. И бежит. Вот. А эти вот направила только сегодня. Они, правда, еще некоторые попадали, еще не успели зацепляться. Но ничего, не зацепятся. Открыла сейчас капельный полив. Уже, видите, капает. Помидорчики, смотрите, какие они у меня были маленькие. Я думала, вообще из них ничего не выйдет. Но некоторые выросли. Просто там большие огрехи, потому что медведка подъедает постоянно. Я не знаю, уже не могу с этой медведкой бороться. Вот, видите, немножечко прополочка, конечно, нужна еще. Ну, не очень важная, как бы. Не мешает это междурядье. Просто здесь вот почти ничего нет. Видите, опять упала. Я пройдусь, они все равно падают. Вот так вот. Уже есть огурчики. Вчера я даже 2 маленьких таких огурчика съела. Сладенькие. Но, правда, еще мало. И вот 2 ряда у меня без шпалеры. Как я сказала, видите, опять упал. Не хватает. Сейчас я их обычно вот так вот перевязываю. Во, нормально. Видите, лежат. Нужно 2 ряда колышек мне для 2 рядов. И шпагат тоже купить. На днях будет. Пенсия куплю. Ой, вот видите? Ой, огурчик хорошенький. Ой, какие холесенькие, масенькие. Масенькие. Так что хотя бы для себя будут. Так, и что я сделала еще, друзья? Я их опрыскивала сегодня вот этим вот препаратом. Огурцы этим препаратом. А вчера я опрыскивала помидоры медным купоросом, если честно. Никаких других препаратов в нашей аптеке в селе я не нашла. И прошлась медным купоросом по помидорам. Не знаю, что будет, что мне суждено, то и будет.
короче говоря. Хотя мне не очень-то нравятся они, конечно. Ну, что будет, то будет. В этом году еще как-нибудь вытерпим. А на будущий год, скорее всего. Ну, не буду ничего говорить. Посмотрим, что будет на будущий год. Так, надо что-то натянуть эту. Так, потому что вчера и сегодня только опрыскивала. Не буду ничем подкармливать. Подкармливать тоже надо. Уже, наверное, завтра подкормлю, а то слишком много. И прорвалась у меня вот тут вот шланг капельный. Причем хорошо порвался. Надо будет что-то делать. Так, и вот тут у меня прополка должна быть. Ой, стою в сторону солнца. Так, последний препарат помог. Жука нет. Вот. Я просто удвоила дозу, если честно. И наконец-то смогла добиться того, что жук сдох. Как бы. Видите, какие помидоры большие. Уже, ну, не знаю, с какой-то стороны радуют они меня, с какой-то огорчают. Вот. Баклажанчики уже тоже. Сейчас. Вот. Перчик хороший, ничего, капуста завязывается, болгарочка. Ну, ничего страшного, короче, друзья. Будет, что будет. Вот. Это, видимо, черри. Такие сливки черри маленькие, видите? Все-таки радуемся. Радуемся. Огородники меня поймут, когда получается вырастить хоть какой-то урожай. Конечно, желательно бы не какой-то, а хороший урожай, но это уже сейчас очень сложно. Многие жалуются, что проблемы, но у некоторых хорошо. Алхамдулилlah, что хоть у кого-то хорошо. Так, это тоже, видимо, черри длинные. А это черри уже круглые, но здесь нет колышка. Вот. Самое главное, острого перца у нас, друзья, будет навалом. Видите, острый перчик. А жгучий какой, вы не представляете. Это, наверное, бараний рог, потому что такой вот длинный и очень жгучий перчик. Когда ко мне приезжал племянник моего мужа, он очень любит острый, но он говорит, такого острого я не ел. Вот. Капуста, вот видите, потихонечку ранее уже завязалась. Уже борщ я из своей капусты варила. Из нее буду, наверное, салатик. Сегодня не буду больше ничего делать. У меня остались после обеда и котлетки. Доедим, что есть. Маме просто молочку какую-нибудь сделаю. Кашку или вермишельку, что она уже хочет. И все. Ну, на завтра что-то надо готовить. Все надо, все надо, все надо. Но что поделать, жизнь такая. Хочешь жить, надо кушать. Да, надо кушать. Без еды мы тоже как бы, как машины без заправки. Не поедим, не поедем. Вот так вот, друзья. Я не поливала эти 2 дня, потому что позавчера был дождь, вроде бы было сыро. Но сегодня вот пойдет капельный полив потихонечку. Вот такие вот, друзья, дела. Уже прохладненько, ветерочек, хорошо так. Жизнь хороша, как говорится, а хорошо жить еще лучше. Ладно, друзья, на этом сегодняшний такой небольшой, наверное, влог по сравнению с моими другими я закончу. Всех благ вам, мира и благоденствия. Я просто сняла, чтобы сегодня быть с вами на связи.